Горы. Крепость Щикар. Форпост юга Войнахского края. Столица одноименного древнего чеченского тейпа Щикарой. С незапамятных времен поселились здесь выходцы из колыбели чеченского народа Нашха. Основоположником, доносит народная память, был Зоусхан, пришедший сюда со своими 4 сыновьями Шерхан, Сондхан, Чуртхан и Щикархан. Шархан основал крепость Шарой, которая впоследствии стала крупным культурным и экономическим центром Южной Чечни, где даже печатался Коран. Чуртхан ушел на плоскость, основал Чуртугой. Сандхан основал Тейп, ушел в местность Сона, откуда пошел Тейп Сандухой. А Щикархан остался в родовой крепости, получившей позже его имя. Гордость Тейпа щикароевцев, замковый комплекс, стоит на природно-крохотном скалистом пятачке, надежно окруженный с 3 сторон глубокой пропастью, на дне которой бежит ручей, именуемый Щикарой-Эрк, Щикароевская река. Многие века укрепление служило надежной защитой в часы опасности для жителей небольших поселений, разбросанных на видимом расстоянии среди изумрудных альпийских лугов. И комплекса, и тех поселений давно уже нет. Они остались лишь в памяти народа. А здесь, как свидетельство былой старины, белеют лишь квадраты фундаментов да полузабытые древние названия: Гуранд, Эрзашк, Циар, Жилай-Оркешк, Дехачу-Агана, Инза-Ара, Цеэрке, их около 300. В центре крепости Щикар стояла гордость Тейпа, семиэтажное строение с жилой башни, возведенное из местного камня, а вокруг нее, словно стражи, боевые башни. Они тоже не сохранились. Торчат только, ощерившись в небо, как зубы страшного дракона, разрушенные до земли их остовы. Да по склонам, в местах бывших поселений, белеют, как кости среди горного пестрого разнотравья, разрушенные войной и безжалостным временем каменные жилища щикароевцев. Безлюден край. Пустынно кругом, лишь горные кручи темнеют, покрытые кучерявым лесом, оттененные белоснежным Кавказским хребтом. Только они и остались немыми свидетелями многих веков жизни этого края. А еще совсем недавно, каких-то 100 лет назад, эти места были плотно заселены. Старики рассказывают, что в 1944 году отсюда, в казахстанскую ссылку, выселили около 200 семей, а это, по горским меркам, более 1000 человек. Тогда жизнь кипела здесь вовсю. Скотоводы, гончары, шорники, кузнецы, охотники, а все вместе взятые – воины, борцы за жизнь с суровой и прекрасной природой, за право жить в этом чудесном краю. Небогатые места, но люди не бедствовали. На небольших земляных наделах растили кукурузу, фасоль, тыкву. Земля щедро откликалась на труд земледельца. Никто и никогда не знал здесь, что такое голод и нужда. На сочных альпийских лугах выпасались многочисленные стада баранты и крупнорогатого скота. В заботливо ухоженных садах цвели яблоки, груши, курага. Горные леса изобиловали дикой грушей, мушмулой, кизилом, боярышником и, конечно же, любимым для горцев лакомством диким чесноком, черемшой, которая буквально стелилась под ногами в буковых лесах. Для охотников тоже было где разгуляться: олени, косули, медведи, лисы, а в ручьях водилась форель,
именуемая чеченцами бакчар, настоящая рыба. А луга, покрытые плотным ковром трав, пестрили цветами и дышали ароматами, от которых кружились головы у всего живого, вдыхавших их. Рай земной, да и только. Все это осталось в прошлом. Да в заметках людей, некогда побывавших здесь как путешественники. В воспоминаниях их восхищению нет предела, благородству манер горцев, трудолюбию местного населения, разнообразию товаров, производимых ими, редкому искусству орнамента истангов из овечьей шерсти, которые валяли чеченки, высокому качеству изделий местных шорников и оружейников. Вот по этим местам грустили в ссылке 13 долгих лет шикароевцы. По этим горам, по этим лугам, родникам, со слезами на глазах рассказывая народившимся в Казахстане и Сибири детям и внукам об их далекой и прекрасной родине. А когда они произносили такие имена, как Басхан Боас, Ашне Халхия, Лорд Халхия, Шин